Всем привет! 24 февраля, Сочи. У нас идет полным ходом подготовка к закрытому клубу 100. Через полчаса мы начинаем. Николай, привет! Привет! Сегодня у нас проходит клуб 100. Расскажи, пожалуйста, для всех 3 причины, почему стоит посещать данное мероприятие. 3 причины. Первая – это вдохновиться, зарядиться, замотивироваться, вырасти над собой, получить море эмоций и просто получать удовольствие в этом замечательном городе. Такие мероприятия нужно посещать. Я уже писал в своем чате и говорю постоянно. Почему? Потому что при личном общении с Кириллом ты уже понимаешь, что ты делаешь в компании. Когда ты говоришь по телефону или там переписываешься, вообще не понять. Вживую обязательно, ребят, надо посещать. И именно общение с Кириллом дает понимание, что за компания Финика и вообще что за название Финика. Чтобы быть в курсе всего, то, что новинок, то, что вводится, более подробно изучить продукты, которые даются. Дальше на таких мероприятиях это определенный круг людей, с которым ты знакомишься, общаешься, что-то для себя подчеркиваешь, делишься информацией и впитываешь эту информацию. Во-первых, это очень интересно, это очень поучательно и это расширяет кругозор. Но для меня вообще самая главная причина, которую я сегодня здесь увидела, мне очень нравится то, что руководство максимально открыто. И самое интересное, что именно здесь, на этих конференциях, мы вместе с нашим руководством разбираем какие-то вопросы, разбираем какие-то задачи и вместе приходим к единому их решению. И это очень-очень важно. Это, наверное, самая главная причина, да, по которой вообще стоит приходить, задавать вопросы, и руководство всегда принимает. И главное, что сам Кирилл, да, люди, которые выступают, они открыто слышат эти вопросы и понимают, что надо, где, как изменить, чтобы нам работалось максимально комфортно, а людям мы были максимально полезны. Да, я как раз думал над этим вопросом. Это открытость руководства. Можно самостоятельно задать абсолютно любой вопрос, вообще любой, и тебе на него ответят так, чтобы ты понял. Ну и третье, это, конечно, энергетика. Когда ты видишь столько народу, это зажигает, и хочется работать еще больше и больше. И, я не знаю, подпитываешься как-то, это очень классно. Как бы все сводится к одному, что нужно не ждать завтрашнего дня, а действовать сегодня. Как я узнал, это было очень интересно. Значит, мы сидели с моими партнерами из другого проекта, мы были все вместе в другом проекте, и как раз пришел такой момент, когда мы думали, что же делать дальше. Приехали 2 замечательных человека, это Ильгиз и Родион, и они нам сказали про то, что есть такая компания, Финика называется, и она дает 1% в день. Конечно же, первые же мысли, они были плохие, я не поверил, что такое возможно, А дальнейшие твои действия начал изучать? Я не то, что начал изучать, они сказали, что есть возможность обучиться самостоятельно, не отдавая никому деньги, но учиться торговать и зарабатывать от 2% в день. Первый день я смог заработать 5,5%. Ты учился? Да. Интересно. Да, первый день я смог заработать 5,5%, и
работал где-то я 2 месяца. После того, как у меня стала жестко затекать спина, стала болеть 5-я точка, я понял, что хватит этим заниматься и нужно уже вкладывать деньги и двигаться уже в сети. Доверия к компании такого сразу не было, вот как сейчас уже, да. Но сейчас я вижу то, что происходит на конференции, то, о чем говорят на конференции. И понятно, что компания смотрит далеко в будущее на то, чтобы как раз там обойти какие-то подводные камни, еще что-то. Ну, в общем, это очень классно. Конечно. Допустим, вот как Финико, компания, она мне очень созвучна, и мне очень нравится, что там есть возможность вот пользоваться автоматизированной всей этой системой. И ценности компании очень откликаются. Честно скажу, даже вот, у меня даже не было ни единой минуты раздумья. Услышал, увидел и понял. То есть для меня это как знаки, по которым я иду. Это один из знаков, который я сразу увидел и понял, что да, это мое, и оно мне созвучно. Спасибо вам. Компания с первого дня, даже чуть раньше пришел, и за полгода мои достижения, то, что я на сегодняшний день седьмая звезда, значит, в моей команде порядка 500 человек, товарооборот порядка 700 тысяч долларов. В общем, мое, значит, самое главное достижение — это то, что мои люди, которые пришли за мной, меня услышали, они достигли уже многих результатов, и многие закрыли свои потребности ежедневные и даже уже не ежедневные, которые они ставили на какой-то период, и они уже их выполнили. Вот для меня это самое главное достижение. Наша цель — как можно больше донести людям, Что можно решить проблемы. Компания Финико помогает это сделать за 35%. И также есть еще замечательные продукты. Это купить квартиру и купить машину своей мечты. Для того, чтобы более масштабно рассказать людям о той возможности, которая есть, и помочь людям все-таки исправить какие-то свои ситуации, которые связаны с кредитами, да? Абсолютно спонтанно я понял, что в предыдущем офисе у моего вышестоящего партнера просто не хватает места уже. Народу вы столько, решили расшириться. Да. Я считаю, что если у тебя есть новые горизонты, если ты хочешь достигать большего, то без офиса здесь не получится. Офис нужен для встреч, для презентаций, для того, чтобы дать людям понимание, что это не что-то виртуальное, это то, куда ты можешь прийти, где ты можешь пообщаться, спросить все интересующие тебя вопросы и узнать больше.